Из книги «Казак Эксодус», автор Годфрей Лиас, дата публикации 1956 год, место издания Лондон, Великобритания. Отрывок, как жена соратника Оспан Батыра Алибека сражалась с китайскими коммунистами. Жена Алибека Маулия устроила одну засаду самостоятельно. Когда началось китайское нападение, у женщин и детей в ее лагере не было времени разобрать палатки, а было только время, чтобы броситься сначала за своими детьми, а затем за своими лошадьми. Когда сама Маулия собиралась последовать за остальными, она увидела маленького ребенка, который остался позади. Низко нагнувшись из седла, она подхватила его свободной рукой и помчалась за своими товарищами, преследуемая по горячим следам коммунистической кавалерией. К счастью, она не пострадала, хотя впоследствии обнаружила на своей одежде несколько пулевых отверстий. На самом деле бег женщин в горы был не диким бегством, каким он казался, а прекрасно организованным, хотя и не запланированным отступлением, поскольку они ехали окольным путем туда, где в горах паслась большая часть их собственных отар и стад. К тому времени, когда они добрались туда, они обогнали погоню, поэтому Маулия и один из парней-пастухов решили посмотреть, смогут ли они вернуться в лагерь незамеченными и спасти часть своих вещей. Достигнув его, они обнаружили, что противник еще не разграбил палатки. Они также нашли 2 пулемета и немного боеприпасов, поэтому решили остаться в лагере и посмотреть, смогут ли они с лихвой отплатить врагу за неожиданность. Через некоторое время враг, пропустив преследуемых в горах, вернулся, чтобы разграбить лагерь. Маулия и парень подпустили их почти к палаткам, а затем открыли огонь из обоих пулеметов, оттеснив их к ближайшему укрытию в большом замешательстве и причинив при этом немало жертв. Коммунисты стреляли по 2 импровизированным пулеметчикам около 5 часов, но в конце концов скрылись, когда Алибек вернулся с некоторыми из своих людей. Благодаря инициативе Маулии удалось спасти все их имущество. Когда казахи наконец смогли оценить ситуацию, они обнаружили, что их потери в людях невелики. Благодаря проявлениям индивидуальной инициативы и находчивости, подобным действиям Маулии, они даже спасли большую часть своих палаток и домашнего имущества и не менее 15 тысяч животных. Верблюдов, крупного рогатого скота, овец и лошадей. Кажется менее невероятным, что они должны были это сделать, если вспомнить, что даже женщины и маленькие дети были бойцами, не склонными к панике ни при каких обстоятельствах, не букалическими по темпераменту, хоть и пастухами по происхождению, но сообразительными, а также неукротимыми.